Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в прекрасном поселке Ленинский Алданского района. А в частности, мы находимся в гостях у человека, который очень любит свое любимое дело. И это птицеводство. Знакомьтесь, Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Геннадьевна, сразу возникает вопрос. Всегда мы задаем этот вопрос людям, к которым приходим в гости. Помните ли вы свою первую птицу и почему вдруг у вас появилась любовь к такому виду животного? Ну, животных я всегда любила. А первую птицу, конечно, помню. И вот с нее все началось. Но расскажу я вам попозже. А сейчас стоит в поле теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. А кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Добро пожаловать! Вот так нас еще ни разу никто не приглашал. Сразу стало интересно, а что же за теремок-то такой? И кто же там живет? Пройдемте посмотрим. Проходим. Будем знакомиться с вашими птицами. Одного прекрасного хозяина этого теремка мы уже увидели. Поглядите, красота какая. Идем. Добро пожаловать, проходите. Так, проходим. Спасибо. Так, ну, собственно, мы видим Проходите. красоту вашу. Куриное царство. Куриное Мое, царство. посмотрите. Так, простите, товарищи, что потревожили вас. Вот Рассказывайте, кто вот у вас. здесь у меня любимая моя курочка сидит. Сейчас я Показывайте, кто вам... же это. Прям хочется увидеть, и сразу вопрос, почему. Вот, снимайте ее. Говорят, она не птица, но позвольте усомниться. Пусть она и не летает, мусор лапками сгребает. Если что сказать захочет, ко-ко-ко, ко-ко-ко, заквохчет. А еще несет яички. Нет полезной этой птички, удивительной фактуры. Называют птичек куры. Вот такое представление. Сразу видно, человек любит свое дело, а в частности своих птиц. Вы представляете, даже вот стихи посвящены, да, именно им. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, да. Но нам визуально сразу понятно, в чем их отличие. Во-первых, они полностью черного цвета. Что это за вид, порода? Это порода ухи-люки, это китайская порода. Эта курица несет зеленые яички. У нее мясо черное, Вот и она, видите, какая маленькая, мелкая, но она такая плодовитая. Да вы Она что? вот, да, она у меня старше вот этих курей, ей 2 годика, но она такая, иногда... Маленькая да удаленькая. Да, маленькая да удаленькая, но она когда вот здесь сидит, здесь, видите, гнезда нету, она вот просится. Просится вот так вот, прыгает, как просится. Я ее отпускаю, она идет в гнездо, яичко снесет и обратно ее сажу. То есть вы так даже по движениям Да. курочки понимаете, что она хочет, да? Да, вот такая вот. А вот она. насчет черного мяса, красавица. удивительно, да? Ну вот прям черное-черное или сероватое? У этой породы черное мясо. На вкус, конечно, не такое, как обыкновенная курица, которую мы привыкли кушать. Маленько такой специфический. А яички, вкус. вы говорите, зеленого цвета, а на вкус яички какие? Яички не отличаются. Яички зеленого цвета. Ну, не знаю, правда, неправда, говорят, для мужчин они очень полезны. О, для здоровья мужчин. Да, значит, для полезно. здоровья мужчин. Так, интересно. Вот мы видим сейчас этого красавца, да, какой он такой прям, ну вот у него и гребень черненький, да, и какой-то отлив даже есть, да? Отлив зеленоватый такой. Ага. А что касаемо характера, вот они Ну, характер, отличаются от он, других курочек? конечно, он такой на руки не любит, не идет на контакт. Он такой своенравный очень. И, ну, живут вот они, конечно, с курочкой мирно. Нету у них никаких вот. Это и верный он. верный, Потому да? что в начале, когда у меня не было вот этих петухов, ну, помладше, он с этими курами, он со всеми дружил. Он как-то и не обижал. Так, Вот. а все-таки, если говорить про птицеводство, это курицы для мяса или все-таки для яиц? Нет, это курица для яиц. Для яиц. Мясо, потому что очень мало. Для мяса обычно идет, есть подразделение куры мясо яичного направления или яичного, или просто мясные. Ну, мясные это бройлер, как мы знаем, идет. А вот эта порода ухи-люки китайская, она именно для яичек. Она меня, вы знаете, даже выручала. Иной раз вот другие как-то еще не подросли, не это, но она стабильна.
Вот здесь у нас сидит. Так, у нас А здесь здесь разборки. идет борьба Борьба за идет. гнездо. Так, меня не надо, я с тобой не соревнуюсь. Это вот здесь гнезда, Мгм. где курочки высиживают яички. Вот уже недовольные. Вот черная курочка – это Москва. Все, все, Москва. все, все. А у нее какие преимущества? Но это тоже мясо яичного направления, курочка. Если это яичное, а это мясо Мясо яичное. яичное, потому что, видите, она и крупнее, эта Да. курица. Несут они кремовые яйца, крупные и, ну, тоже плодотворные. Ага. А вот там у нас сидит ворчунья такая, да? Вот все время недовольна, посмотрите. Она у вас характерная тоже. Характерная. Если она первая заняла место, все, никому не уступит. Будет возмущаться. Ну, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Она сидит и не уступает. А вот это все прям туда хочет попасть и хочет. Она уже и так, и сяк. А та сидит и ругается. Разговаривает. Опять. Так, а вот здесь вот у меня самые маленькие малышки. Раз мы здесь, давайте здесь покажем, потом постарше. Вон, Какие видите, маленькие, какие? сколько им? Им 2 недели. 2 недели. 2 недели. Это у меня здесь, вот эти беленькие, это легорн. Самая хорошая порода для яиц вообще. Яйца крупные, бывают и с 2 желтками. Вот у меня первая птица была легорн. Рыженькие, это кученка идет. И хохлатые есть, у которых вот черненькие там есть, и рыженькие, и беленькие, вон серенькие, видите, у которых на голове как шапочка, пушок такой. Вы знаете, как-то поехала в Алдан, и стояла машина Нерюнгри, привезли птицу. Я что-то такое ради любопытства подошла, посмотрела. Смотрю, они такие несчастные в клетках сидят. Думаю, куплю себе курочек, думаю, ну хоть на лето как-то. И Взяли курочку. взяла курочек, 5 штучек купила, именно вот такие белые легорны. Они такие несчастные, я их принесла. Во-первых, страшные такие были, общипанные. И я принесла, и стала за ними ухаживать. Ну, конечно, они мне ответили благодарностью. Стали нести яйцо. И вот с этого началось. А потом уже зима, мне как-то их жалко стало. Думаю, надо курятник, чтобы их домик им. То есть- Ну и так вот пошло, и пошло, и пошло. То есть у вас это тот случай, когда сначала курица появилась, а потом курятник? Да, да, А да. не когда дома, а потом курица, да? Да, да. Любят хлеб. Ну, сейчас вот, не знаю, подойдут. Все, не ругайтесь. Хлебушек вам, пожалуйста, проходите. Проходите, проходите. То есть курочек так подзывают, да? Да, да. Я-то, А, это ваша только, да, так? ну, не знаю, кто как, Или я все. вот как-то так. И сколько у вас сегодня курочек? В У целом? меня Да. 12 девочек, курочек, и 2 мальчика вот здесь вот. Ага. Один, видите, вот который рыжий, это кученка порода, он один. Очень красивый, да? Вот с рыжей У него, такими видите, бочками. хвост вот такой, как фонтаном, пышный. А это рябенькие, это племутро. Я всегда списанные покупаю Ага. подешевле. Ну, все равно витамины надо. Но помимо так витамины тоже даю. И вот на терочке им. Даже на терочке, да? Ну, То есть не как-то ножичком, вот, ничем, а вот все на терочке. Я как-то так вот. Ой, прибежали. А они вот любят, да, фрукты? А Любят. овощи курочкам даете? Конечно. И капусту вот есть, и кочерышку, а листья так вот. Морковку. Ну, посмотрите, у 2 курочек продолжается борьба за место. Она опять пришла выгонять, она а всё та ни в равно вот какую. будет, да. Вот видите? И стоят. Стоят друг напротив друга, возмущаются, но первая не уступит мне. Так, обращаем внимание, пошла морковочка им, да? И так вы каждый день по чуть-чуть им, да? Да, по чуть-чуть витаминки. Ну, вы знаете, еще чередую рыбу. Да вы что? Да, очень любят рыбу. Вот когда чищу, у меня муж, ну, когда в отпуске, ездит на рыбалку. Привозит вот эти вот кишки, когда я чищу, им это, ну, там же и печень, и молоки всякая такая. И бывает это мелкую, я говорю, собирай всю. Мелкую отвариваю. Им же полезно, там фосфор, Да. калий, фосфор, все вот это. И вот
Ну, стараюсь как-то это, чтобы... Побаловать немножко, да, да? побаловать, потому что зима длинная, Ага. все равно. А летом рву крапиву. Почему крапиву? Ну, больше, конечно, они и такую, и мокрицу, и это. Но от крапивы, вы знаете, желток такой, прямо оранжевый, такой сочный. Да, вы что, такой Да. лайфхак, да? Да. Берите крапиву. И всегда вот берут, ну, кто у меня, Мгм. это, одна знакомая говорит, я омлет, говорит, а муж говорит, а что это такое? Почему такой? Что ты туда насыпала? Почему он красный такой? А это от желтка. Вот именно вот эти витамины, крапива, она же вообще полезная. Мгм. А если, допустим, говорить о том, что какая порода вообще не приживается, или с которой будет сложнее всего, то есть и с ней лучше работать только опытным людям? Ну, вот как брама, они такие нежные, за ними. Во-первых, они поздно несутся. Галашея, она с 4 месяца. Вот эти племутрок 4 месяца тоже. Было курочки, уже яички. Яички вначале, они небольшие такие. Ну, Со ну, временем? стабильные. Мгм. Потом уже нормально идет яйцо. А у Брама? У брама у них такое, вы знаете, яйцо розоватое, и как будто, вот у меня такое было, розоватое и крапинки, как будто кто-то, вот знаете, кисточку в краске, Ага. вот так вот сбрызнул, Мгм. как оранжевые такие пятнышки в крапинку были такие. Но они вот совсем мало неслись, вообще мало. Может, Ну, климат не зато- тот, да? Может быть, что? Нет, ну они такие сами, Сами по по себе, себе да, такие. это. Мгм. Именно вот если для дома, мне кажется, вот эти вот лигорные, как у меня белые, они Беленькие. хорошо несутся стабильно. Плимутрок вот мне нравится, Москва тоже неплохие. А как вы относитесь к тому, когда курочек держат дома? В небольшом количестве, именно в квартирах, я имею в виду. Или в частных домах, не в курятнике. Но это надо уборку постоянно. Во-первых, пыль. Мгм. А у них же вот борьба Посмотрите, идет. они до сих пор все, они уже перешли к активным действиям. Они же, вот, например, рождаются цыплята, они пушистые такие, а потом же у них перо лезет, Да. этот пух летит, пыль вот это, нет, дома не это. Все равно надо, вот, мне кажется, такое отдельное помещение, для курочек. где жили бы А питомцы. здесь вы за чем следите? Влажность, тепло. Вот здесь нюансы по содержанию курятника немножечко. Что 100% необходимо Ну, будет во-первых, помимо... чтобы тепло булочек? было. Влажность, она всегда у курей присутствует, Мгм. всегда. Я всегда печечку вот топлю, и на ночь, когда вот у нас тут были морозы, включала камин, Мгм. чтобы сушило маленько воздух. Ну, конечно же, корм и чистота, чтобы сухо было, чтобы на ноги не упали. Это же главное, чтобы здоровая птица была. Тогда она тебе и ответит этим, и Правильно. будет результат. Елена Геннадьевна, а еще вопрос. Сегодня птицеводство – это прибыльное дело? Если все-таки... Мы знаем, что вы разводите, конечно, для себя, для души, да, но если люди, допустим, захотят заработать на этом деньги, это реально? Или все-таки, если взять затраты на содержание, хорошее содержание, и потом вот этот выход в конце, яиц, пусть то будет яйцо или мясо, выгодно? Можно сделать бизнес на этом? Ну, можно, если Можно. постараться, можно. Мгм. Можно сделать. Но это надо Но сотнями. это надо работать, это надо помимо вот этого выводить, продавать и вот крутиться, и не знаю, как Ну, то есть можно, собственно Ну, говоря, это если, приносит доход. если человек захочет, если сам это... Но сейчас, конечно, корма очень сильно подорожали. И у нас вот, например, с доставкой раньше у нас был магазин «Пирамида», потом вот он закрылся, там можно было больше взять кормов, потому что, вот, например, я одним комбикормом не кормлю. Мгм. Не кормлю. Я всегда беру какие-то добавки, вкусняшки, ту же пшеницу, тот же ячмень, там вот, или шрот какой-то, или еще какие-то, кукурузу вот. Все равно покупаю дополнительное. Вот Надо. уже яйцо. Ой, но всё смотрите, равно. прямо на наших глазах. А зачем она кусает его? Это нет, она под себя, под это А. самое. Чудо, на наших глазах появилась та всё яичко. равно лезет. А та лезет, посмотри, на голове стоит у нее, и все равно не... она хочет занять это место. Ну вы посмотрите, а Она щас отстояла своё свое будет место, яйцо, да? закрывать. Все, закрыла яйцо, а та продолжает стоять в надежде, что все-таки покинет, освободит место. Это малышки застеснялись. Вы Вот до они- какого возраста им их держите отдельно? 2 месяца. Ну, вы знаете, если их сюда, то старшие будут вот Затопчут. любопытные. О, пошла проверять. Обижать А, будут.
Обижать будут, да, все-таки старшие будут. Получается, еще Конечно. сколько месяцев вы их тут держите потом туда? Ну, вот отдельно поживут, потом будет сортировка, где там курочка, где петух. И пошла порядки наводить. Выходи, 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 выходи. Вот, посмотрите, послушалась, пошла Выходи, домой. выходи. Иди вон туда, иди вон. Иди к своим. Здесь, Ну, малышки. это малышам сейчас дам. Лакомство. Хлеб любят все. От мала до велика, да? Так, я сейчас прикрою. Так. Заходи. Вот этих цыплят я даже и не думала. Это у меня курица высидела. Вот села, как раз морозы под 60. И она села и не уходит. Я ее и отгоняла, и всяко уже и выманивала. Нет, все равно вот она нашла яйца. Ну, как нашла, не убрала. Я смотрю, что-то 2 дня тут мне некогда. Вот какой вот меня тычет А и кто тычет. здесь тычет ее? Посмотрите. Вон у нас. Посмотрите, поглядите, кто здесь у нас тычет. Вот он кто. Ага, ну вот маленько так открою. О, здесь красавцы. Так. Елена Геннадьевна, рассказывайте про эту птицу. Вот белая это девочка, это порода Линда. Сейчас она, видите, такая, она линяет, потому что идет линька и сейчас яйцо не несет. А вот это у меня серый, ну не как серый, китаец тоже, гусь. Ну вот такой осторожно, Осторожно отойди. он у нас кусается, кусочек. Очень И если отходим. укусит, щипнет, то синяк-то приличный. Да вы Ой, что? Да, да. Так, вы их для чего разводите? Все-таки для мяса, либо для... Ну вот им уже этим, все, посмотри. Этим гусям уже 3-й год пошел. 3 годика им? Да. Ну вот и я ну жалко, думаю, ну вот, ну жалко мне их вот это. А какие Уже яйца как-то. у них? Яйца большие, Большие. очень крупные. Яйца очень вкусные. Большие, в смысле, как страусины или как с ладони? Или как? Нет, с ладонь вот такое большое яйцо. А на вкус? На вкус очень вкусные. Омлет пышный-пышный. Вот яйцо, ну, посолил. Я с майонезом, ложку майонеза, ну, можно с молочком, или кто со сметанкой. Взбиваешь и на сковородку. И такой вот омлет пышный, вкусный. Ага. Сдоба очень хорошо идет. То Ну, есть- кто так вот любит отварить, ну, я как-то не пробовала. Мне отварить как-то не это. А Кричат. вообще по уходу, по содержанию, это практически то же самое, что и курицу содержать? То есть все то же самое, да? Ну, тоже вот кормлю также комбикорм и тоже пшеница, тоже хлебушек, когда даю, и овощи, капусту вот они любят. Единственное, вы знаете, чем плохо содержать зимой, потому что сыро. Они, вот видите, обратите внимание, я ставлю ведро и корыто, потому что они плещутся, вода, стенка вся мокрая, и постоянно сырость, и приходится сюда подсыпать постоянно, чтобы было сухо, чтобы им было комфортно. Ну вот еще сено, вот там вот у них ложу сено, любят сено сырое, ну как это свежее, конечно, и такое стараюсь, заготавливаю летом, рву серпом. И смотря когда какая погода, конечно, солнечная, когда солнышко, я сушу эту траву и складываю, заготавливаю таким образом, складываю в кули. Посмотрите, ему очень интересно, он тут ходит, ругается, конечно, немножко, да? Вот здесь вот у меня комбикорм специальный покупаю, это валейки я покупаю для цыплят. Но к нему я добавляю, вот сюда вот высыпаю, тут у меня вот ложечка такая, Мерная, ага. и я вот добавляю всякие вот такие, вот это для маленьких беру, витаминные тоже для малышей беру, и вот такую добавляю. Ну, комбинирую. Мгм. Такое. Вот такой комбикорм беру с первых часов жизни. Ну, это для малышей. Уже сейчас уже, ну тут потому что все витамины идут. И йод, и кальций, и цинк, и магний. И как-то не надо туда. Но все равно добавляю, стараюсь это.
Вот. А для больших, вот для несушки беру вот это с аминокислотами. Вот зимой желток, летом я рву крапиву, и тоже заготавливаю ее. И это, ну сейчас уже кончилось, уже новые будем ждать. Вот крупку, известковую крупку, песочек, рыбий жир, все это. Здесь у меня это комбикорм. Вот такой вот корма. Ну, надо досыпать. Вот у меня кулит, вот это досыпаю. Вот здесь у нас комбикорм. Это добавки я беру. Вот крупы. это, да? Да, это овес. Здесь и подсолнечный жмых. Вот здесь у меня пшеница. Почему я все в бочках и в этих из-за мышей? Вдруг мыши там. Вот это пшеница. Это вот вы всем этим кормите? И пшенкой, Да, и это вот. я все добавляю, комбикорм, и вот добавляю крупы. И плюс вот эти всякие добавки, премиксы. Ну, мне кажется, ваши курочки тут живут, так сказать, неплохо. Гусям вот у меня сено. Это здесь местное? Еще, да, это местное. Здесь вот у меня сено, еще там заготовлено. Ну, Это у вас тоже даже, вот несмотря на то, что комбикорм. уже весна, у вас вот после зимы остались Да, еще такие... я много очень сена кашу, потому что у меня еще собаки, а когда холодно, очень много сена идет. Ну и гусям, конечно, курям в гнезда обязательно сено свежее. То есть Чтобы сами уходите чистенько было, и чтобы, косой. да. Ну, конечно. Вот так. Вот оно, любимое дело. Видите, человек не просто выращивает... Во-первых, для здоровья. Вообще, да. У вас, наверное, все время натуральная продукция, да? Это Да. утром свежие Ну, у яички. меня внуки, конечно, внуки, дети, всем надо тоже. Елена Геннадьевна, а что за красивый сундук у вас здесь? А это не простой сундук, это домик для маленьких цыпляток. Называется он брудер. Вот здесь он открывается. А почему закрывается? Чтобы там температуру. Если когда жарко, вот такие у меня форточки. Здесь вот у меня лампочка, это на ночь я ее не выключаю, просто убавляю. Тут у меня таймер стоит такой вот. Он это регулируется вот. Я вот этот вот. Я его вот так вот убавляю, больше свет делаю или меньше. Знаете, что-то мне подсказывает, что это вещь самодельная, потому что декор есть, ручки-то как будто бы от шкафчика, как фурнитура-то. А вот чистить, вот здесь вот я выдвигаю, чтобы не тревожить, чищу и задвигаю, чтобы всегда было чисто. Вот такое. Кто сделал этот брудер? Муж. Муж? По моему эскизу. Вот так вот, видите, все вот, если есть любовь, она вот во всем проявляется. Даже вот эта самодельная вещь, но мне кажется, сейчас многие люди, которые разводят птицу, просто, наверное, вам обзавидуются. Вот так вот, сразу видно, муж любит супругу, супруга любит птиц, и, собственно, все вместе. Это... И, кстати говоря, с виду-то посмотрите, даже такой замечательный интерьер декора. Да. Прям, я же домой его завожу. Да. Завожу домой. Всё очень красиво. Всё это. Во-первых, в квартире нету пыли, нету запаха. Ну, если, конечно, там вот убирать, я вам показала же вот внизу. И комфортно и самой птице, и людям хорошо, и птицам. Вот. Ну, если кто желает, могут. Было бы желание, могут сделать тоже. Обустроить все для своих любимых птиц. Вот эти яички сегодня утром собрала. Вот это вот яичко снесла. У хейлюки, которая самая маленькая, которую первая я вам показывала, китайская порода. Вот такие яички зеленые она несет. Вот такие вот. Или серые, вот зеленые, вот такие. А вот это вот плюмутрок. Ну, у кого-то вот такое вот чуть потемнее есть, у кого-то посветлее яичко. Вообще вот у меня их 12 штук, и всегда 11-10 штучек яичек есть каждый день. Давайте посмотрим, как вы снаружи чистый. оборудовали ваш курятник. Посмотрим, что у вас... Ну, сейчас, правда, весна на дворе, но я думаю, вы нам немножко-то расскажете свои секреты. Здесь летом, вот здесь выгуливаются куры. Там у них дверь. Двери открываю Стенки, я, выходят они, и вот здесь выгуливаются. Но сейчас тут то, что пока это... Под снегом все, да? Под снегом. Здесь мы ставим перегородку, у нас переносная, здесь двери дополнительные. А вот здесь у нас гуси гуляют. У курей свой выход сюда. Самостоятельно они выходят и заходят. Когда надо. Да. А гуси выходят через центральный вход. Вот здесь, где я стою, здесь у них бассейн.
Мгм. Бассейн выкопанный, углубленный. У меня тут водопровод, шлангу я кидаю. Они каждый день меняю воду, Ага. обрабатываю бассейн, потому что, чтобы они красивые были и здоровые. И то есть они Это- по полдня тут кувыркаются в Ой, водичке. даже не по полдня, больше. То есть вот так. И вот они здесь с разбегу может плюхнуться, эта вода в разные стороны, а потом здесь вот трясутся, ну как это чистится. Ага, любо-дорого смотреть даже Да. на это. Вот поглядите, пожалуйста, дорогие друзья, за нами вот целая гора снега. Это такая характерная черта поселка Лебединый. Здесь снег прям выше человеческого роста, да? Вот, и этот снег вы потом куда? Он сам тает или тает. убираете? Ну, у нас вот гора, вы обратили внимание, что в Алдане нету гора в Лебедином, вот на Ленинском горы. У нас вот здесь гора, хребет Лебедина, мы его в народе называем Якутка. Якутка. И там ложбина. И снег этот у нас лежит летом. Вот представляете, такая красота, зелень вокруг, все, и снег в ложбине. Я всегда шучу и говорю, мы как в Швейцарии живем. Да. Что у нас... Ну, нет, у вас, конечно, уникальное место, да, и вот сегодня на дворе весна, а ты видишь столько снега, как будто действительно на каком-то горнолыжном курорте, а на самом деле это наша любимая Наша Якутия. Да. Да. Ну что, Елена Геннадьевна, спасибо большое, что поделились своими секретами, лайфхаками, советами, показали, как живут ваши птички. Мы желаем вам, самое главное, наверное, вот оставаться такой же доброй, такой же заботливой. И вот по состоянию вашей птицы мы видим, как прекрасно, когда человек действительно любит свое дело. Ну и, конечно, побольше вам курочек новых, разводите побольше. Спасибо. Яичек таких еще хорошо. Ну и, конечно, пускай все ваши близкие радуются тому, чем вы занимаетесь. Спасибо вам.